Ну что, начинаем, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем установочное собрание Республиканского методического объединения учителей физики и астрономии. Именно благодаря второй замечательной составляющей этой предметной области появилась необходимость, в том числе появилась необходимость организации Республиканского методического объединения как составляющего, как структурного подразделения Республиканского учебно-методического объединения, созданного в Республике Коми в системе общего образования. Задачами, функциями и содержанием деятельности Республиканского методического объединения учителей физики вас познакомит его руководитель Носов Леонид Сергеевич, представитель... Заведующий кафедрой информационной безопасности Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина, плюс еще учитель физики в лицее для одаренных детей сельской местности. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я сразу открыл, я думаю, всем видно, план заседаний, чтобы увидеть сегодняшнюю повестку. Сегодня на повестке дня у нас с вами рассмотрение положения, где как раз фиксируются цели, задачи, функции основные методического объединения. Также второй – это рассмотрение основного состава или по-другому определение совета методического объединения. Это кроме председателя, соответственно, сюда должен войти, считаю, заместитель, хотя бы один, да, ответственный по направлениям. Секретарь, если кто-то возьмет на себя такую функцию. И также рассмотрение утверждения вот этого плана, проект которого вы видите, соответственно, начало проекта. И начнем именно с положения об объединении. Я не буду останавливаться на всех пунктах, поскольку положение оно на основе типового сделано. Если кто-то видел приказ о утверждении председателей методических объединений, то, соответственно, примерное положение вот это читал. Я остановлюсь именно на основных моментах, которые нас всех с вами касаются. А именно, первый момент – это то, что с РМО входит в структуру Республиканского учебно-методического объединения общего образования. Создается Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением. То есть состав вот этот основной формируется приказом Министерства образования, науки и молодежной политики. В состав входят руководители муниципальных методических объединений учителей физики и астрономии. Я зафиксировал. Понятно, что, соответственно, у кого-то это получается метод объединения по физике и математике, у кого-то по естественным наукам, то есть в зависимости от этого можно вот этот пункт 2.2 скорректировать. Соответственно, кроме того, в состав РМО на добровольных началах могут входить педагогические работники. Вот я курсивом выделил, потому что это обсуждаемый момент, общеобразовательная организация, организация дополнительного профессионального образования, порой своей деятельности связана с содержанием учебных предметов физика и астрономия. Соответственно, задачи, вот основные задачи. Первое – это определение приоритетного направления развития содержания методики преподавания физики и астрономии в Республике Коми. Второе, соответственно, обеспечение методологического единства, содержания методов средств обучения с теми непрерывного уровня образования по физике и астрономии. Дело в том, что цель, поставленная нашим Министерством образования, науки и молодежной политики, это вообще почему создавались физические объединения, это сведение преподавания предметов, чтобы они были единое содержание и качество было обеспечено. А для этого как раз и методологическое единство мы должны с вами обеспечить. Третье – это выявление и внедрение эффективных технологий и методов и средств обучения физики и астрономии. Четвертое – это организация общественного обсуждения учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников в печатном электронном виде, а также электронных приложений к ним, других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами учебных предметов физика и астрономия. Пятое – это организация учащихся в совершенствовании содержания, форм, методов повышения квалификации профессиональной переподготовки и аттестации. В том числе это касается, получается, по итогам анализа, насколько я понял, в этом году был проведен анализ качества образования в Республике Коми.
соответственно, выявлены, что называется, проблемные зоны, и вот именно вот этот раздел вот этого и касается, получается. Шестое – это содействие вовлечения педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Можно, на самом деле, расширить проведение конкурсов для учителей, предметников именно. Седьмое – это организация проведения экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ, проектов учебной, учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенций нашего объединения. Восьмое – это оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей физики и астрономии в изучении эффективности и затем применения технологий и методов средств обучения, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения, там, где это есть, поэтому это выделено курсивом, поскольку полного анализа, где это есть, я знаю, что в ряде образовательных организаций Республики Коми, по крайней мере, астрономия в виде факультатива либо кружков присутствует. Но сейчас мы все обязаны ввести предмет астрономию, поскольку внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт на ступени старшей школы. И с учетом того, что ввоз среднего общего образования предполагает обязательное профильное обучение, причем универсальный профиль, который в федеральном компоненте был заявлен как непрофильное образование, сейчас в новом стандарте он заявлен именно как профильное обучение. Ну, если кто, вообще говоря, видел на сегодняшний день проект КИМа по физике, то, я думаю, заметили, что появился раздел астрофизика. Да. Как в кодификаторе, так и, соответственно, в заданиях. Тот проект, который сейчас вывешен на ФИПИ, он уже включает в себя раздел астрофизика. То есть, получается, учителя физики уже сейчас должны в каком-то виде внедрить астрономию в свой учебный процесс. Плюс, насколько я знаю, в тот же день Сыктывкарский университет прорабатывает вопрос именно разработки программ повышения квалификации по астрономии для учителей. Для учителей, которые либо преподают астрономию, либо кому надо повысить свою квалификацию в направлении астрономии. Вот. Если у кого-то будут предложения по задачам деятельности РМО, они принимаются, естественно, в рамках сообщества, либо я контакты потом зафиксирую, где мне лично со мной связаться. Плюс на сайте методических объединений будет это зафиксировано. Четвертое. Общие требования к деятельности, они взяты из типового. Единственное, что мы должны, получается, с вами подготовить перспективный план на 3-5 лет. Обязательно участвуем, получается, в работе Республиканского учебно-методического объединения общего образования. Взаимодействуем с муниципальными школьными методическими объединениями, организуем, координируем сотрудничество. То есть все, что касается его реализация этих задач, как раз она здесь зафиксирована в 4 разделе. Кроме того, что дополняется, поскольку в принципе сейчас создается в том или ином единый банк методических разработок, соответственно, задача нашего объединения – это создание единого банка методических разработок и в изучении опыта преподавания физики в Республике Коми, регионах России, чтобы у нас был один такой банк заданий. И одно из предложений, которое прозвучало уже от КРИРО, это в рамках наших заседаний проводить такие вот мастер-классы лучших методических разработок, лучших педагогических практик, если члены УМО, либо их коллеги готовы выступить на вот таком заседании. Мы предполагаем, что такой опыт будет полезен, представление своего опыта будет полезно вам и с точки зрения аттестационных процедур для подтверждения своей квалификационной категории. И, конечно, полезно будет для других, скажем так, ваших коллег, других муниципальных образований, вот именно увидеть опыт, особенно тем небольшим территориям, где коллег, именно предметников, рядом может не оказаться или не быть. Вот такое профессиональный взгляд со стороны на опыт, либо представление своего профессионального опыта именно учителям, предметникам, нам кажется достаточно ценным и важным. При этом мы понимаем, что не всегда получится, может быть, приехать сюда, в Институт развития, на эту площадку, чтобы представить свой опыт. Поэтому предоставляем возможность записать часть урока, лабораторные работы, практические работы организационные, использование какой-то технологии, либо записать свое выступление, доклад. Мы будем
демонстрировать эту видеозапись вебинарной связи, либо подготовить некую методическую разработку, либо выступление, доклад в письменной форме, который будет размещен на портале «Открытое образование Республики Коми» в сетевом сообществе учителей физики. Ну вот об этой вкладке, об этом сетевом сообществе Леонид Сергеевич расскажет подробнее. Да, соответственно, кроме того, получается, задача методы объединения – это консультация, по сути, помощь конституционным учителям физики в разработке рабочих программ, учебного материала, контроль измерительных материалов, организация реализации курсов предпрофильной подготовки, профильного обучения. То есть, ну, ряд проектов, если видите, курсируем, потому что это требует обсуждения. И, я думаю, мы организуем это обсуждение в сообществе. Это поэтому зафиксировал, что это проект. Да, соответственно, что еще также выпадает на долю методического объединения, это, соответственно, предложение по совершенствованию материально-технической базы, необходимой для преподавания физики и астрономии, потому что прекрасно понимаю, что не все школы на сегодняшний день обеспечены у нас современным лабораторным оборудованием. Тем не менее, чтобы появились рекомендации в отношении Министерства образования и науки, повышения увеличения объема финансирования в этом направлении, если мы с вами, допустим, разработаем некий типовой лабораторный практикум, то, соответственно, будет уже основание обращаться в Министерство образования и науки и молодежной политики Республики Коми в части предложения необходимыми условиями и, соответственно, повышение получать финансирование в отношении школ соответствующих. Кроме того, соответственно, это предложение, это организация различных интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад, как те, которые существуют сейчас, так и те, которые в целом входят в реестр олимпиад российские и засчитываются при поступлении в высшее учебное заведение. Кроме того, это, соответственно, обсуждение и экспертиза различного рода разработок, учебных и методических комплектов и пособий. Вот здесь немножко остановимся. Коллеги, прошу участвовать вас в чате, который ниже, если вы в открытом окне смотрите нашу видеозапись и немножко прокрутите вниз окно браузера, вы увидите чат, в котором мы с вами общаемся. Отметьте или напишите, насколько актуально вообще для вас, как учителей практиков, вопрос или проблема качества тех учебников, учебных пособий, которые вы используете в образовательном процессе, которыми вас обеспечивает ваше руководство. Всегда ли вы получаете те учебники, которые вы заказываете? Всегда ли эти учебники, которые вы получаете, отвечают вашим требованиям? Всегда ли есть ли в них те задания, которые позволяют сформировать и оценить не только предметные, но и метапредметные, личностные результаты новые? Сейчас, конечно, мы говорим о новых учебниках, которые разрабатываются под новые федеральные требования государственных образовательных стандартов. Это 7-8 класс, вот уже поступают учебники, я знаю, 9 класса, поскольку у нас пилотные школы в Республике Коми, республиканские 26, 24 муниципальные пилотные площадки в этом году выпускают первых 9-классников, которые заканчивают школу по ВУЗ. Вынуждены сдавать, правда, государственную итоговую аттестацию, пока разработанную по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Вот. Насколько вас устраивает то учебно-методическое обеспечение качественно, которое есть в школах, которые вы используете? Является ли это проблемой? Будем ли мы эти вопросы поднимать на заседаниях Республиканского методического объединения? Вот все, кто меня сейчас услышал, как-то в чате откликнитесь на эту проблему, потому что вот как бы обсуждение, что оно должно иметь некое содержательное значение. Почему мы этот вопрос поднимаем? У нас есть возможность общаться с издательствами, с авторами учебников по внесению тех или иных изменений, по отражению наших требований в этих учебных пособиях. Вы знаете, что формируется новый федеральный перечень учебников. В этом году его должны были утвердить в марте месяце, но запаздывают именно потому, что где-то не срабатывает экспертиза, то есть учебники не всегда проходят, где-то не... Я, насколько знаю, на новое Министерство образования и науки Российской Федерации, вот эта проблема, то, которую подняли на самом деле издательства, это то, что они не успели обработать и утвердить новый перечень учебников. Ну, на самом деле, не просто не успели, еще и многие учебники не всегда успешно проходят апробационный период. Мы понимаем, что в федеральный перечень должны войти учебники, они
рекомендованы только после апробации на территории на школах. Многие издательства-авторы сейчас обращаются к школам для того, чтобы апробировать в срочном порядке, что называется, апробировать новые учебники, учебные пособия, другие сопроводительные материалы, контрольно-измерительные материалы, рабочие тетради, электронные формы учебников, для того, чтобы увидеть нюансы, минусы, плюсы этих материалов. Мы, коллеги, понимаем, что у нас есть небольшая задержка от того, что мы говорим, до того момента, пока это вы нас услышите. Мы засекали примерно минуты 3, поэтому до 3 минут понимаем, что то, что мы говорим, только через 3 минуты дойдет до вас. Но это специфика, сами большинство из вас физики, вы понимаете, что у нас скорость распространения сигнала в любой среде, она конечна. Это все понятно, тем более, что оно еще задерживается на обработке. Вот. Кроме того, среди тех направлений, важных задач, которыми мы занимаемся, это содействие профессиональному развитию, профессиональному росту педагогических работников. Это как просто консультация, наставничество, еще какие-то варианты, так и, вообще говоря, предложения по оценке профессиональной компетентности работников, в том числе и касается тот же самый аттестационный экзамен, так и научная, проектная деятельность и многие другие, соответственно, в том числе, совместно с нами смотреть, каких учителей надо нам с вами повысить квалификацию, по сути, в результате анализа качества образования. Кроме того, соответственно, права, они аналогичны, они из типового взяты положения, то есть, в принципе, я пока ничего не придумывал нового. Единственное, что зафиксировано, почему мы на площадке КРИО, потому что согласно положению типовому и этому, соответственно, у нас по приказу Министерства образования организационно-техническое обеспечение деятельности РМО осуществляет Коми Республиканский институт развития образования. Теперь формы. Как мы можем с вами работать, в принципе? Самое простое, понятно, то, что сейчас у нас с вами происходит, это видеоконференц-связь. Заседание РМО, в том числе используем видеоконференц-связи. Если вернуться к тому самому первому вопросу, о котором я говорил, утверждение, что нужны заместители, да, ответственные по направлениям, это те, кто могли бы на основании уже приказа министерства приехать на непосредственно открытое заседание и уже обсудить при личном общении, потому что, как вы заметили, видеоконференция немножко запаздывает, а тут быстрое, эффективное общение, что получилось. В том числе и, может быть, иногда онлайн не успеваешь, а при личном общении понимаешь, гораздо больше можешь вспомнить и обсудить. Соответственно, это участие представителей заседания муниципальной методы объединения, встречи с представителями других РМО, объединений, других государственных профессиональных, общественных профессиональных объединений, учителей и преподавателей, поскольку понятно, что преподавание физики неразрывно связано как минимум с преподаванием математики. И с преподаванием физики не только в школе, но и в средних. Да, но и в средних, это совершенно верно, профессиональных образовательных организаций, поэтому, несмотря на то, что у нас вроде бы республиканское методическое объединение учителей физики и астрономии, тем не менее, оно открыто, да, и понятно, что преподавание физики в средних профессиональных образовательных организациях в части реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, оно также нас с вами коснется. Это, кроме того, возможности это различного рода методические, практикоориентированные семинары, конференции различного рода, вебинары, видеоконференции. И вот я пока выделил курсивом, это сотрудничество со специалистами различных ведомств, потому что жду от вас предложений, кого стоит, вообще говоря, с кем надо нам с вами сотрудничать. С какими ведомствами? Что перечислены те, которые были в типовом положении, поэтому я пока это не стал трогать, может у кого-то будет предложение. Еще раз повторяю, проект будет выложен в сетевом сообществе, где оно находится, тоже покажу чуть позже. Кроме того, зафиксировано 6 раздел, это общий тренинг управления деятельностью. Зафиксировано, что в состав РМО входит председатель, заместитель председателя, секретарь, руководитель муниципальных объединений. То есть вот эта вот, что называется, тройка, председатель, заместитель председателя, секретарь, нам все равно в любом случае надо будет ее
обсудить и как-то утвердить. Я жду предложений, на самом деле, кто готов взять на себя функцию заместителя, секретаря, может быть, несколько заместителей, да, может быть, заместители по направлениям. Вот это я ожидаю от вас, коллеги. Потому что состав РМО утверждается приказом. Да. Кроме того, руководство действия осуществляет председатель, на сегодняшний день писателем, как вы слышали, являюсь я. Срок полномочий писателя составляет 2 года. Соответственно, после предложений председатель и заместитель писателя в любом случае должны избираться из состава членов открытым голосованием. Вот этот важный момент, то есть нам с вами придется все организовать, раз состав утвержден, уже организовать, соответственно, голосование. Но это голосование мы будем организовывать на площадке сетевого сообщества. Это, скажем так, вот единственная площадка для, собственно, общения непосредственно с членов Республиканского методического объединения с его руководством и руководство с представителями муниципальных образований. Заседание проводится не реже 4 раз в год. Может быть внеочередное собрано собрание по решению самого объединения или по предложению не менее 3 членов. Заседание утверждает и вносит изменения в организационную структуру, избирает состав рабочих групп, послушает отчет председателя и принимает решение об одобрении или неодобрении деятельности РМО за указанный период. Председатель осуществляет общее руководство, отчитывается по результатам деятельности. Заместитель председателя организует работу по выполнению решения объединения, осуществляет непосредственно оперативное руководство деятельностью, проводит заседания совета во время отсутствия председателя, организует работу членов РМО. Секретарь осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО, обеспечивает подготовку материалов, ведет протокол и осуществляет иные действия по поручению председателя. Ну и заключительные положения, они типичны для всех РМО. Для всех документов подобного рода. Для всех таких методических объединений, для всех положений всех республиканских методических объединений. Теперь, соответственно, вначале я покажу вот открытое, где находится наше с вами открытое сообщество. Те, кто зарегистрировались, в принципе, уже видели его информацию, раздел педагогам на портале com.edu.ru. Или через поисковую строку «Открытое образование Республики Коми». Портал «Открытое образование Республики Коми». Не, просто... Да, просто... Нет, да, я понял. Портал, сам портал, я думаю, педагогам хорошо известен, потому что на этом портале размещены лучшие практики учителей, ведущих учителей Республики Коми, по конкурсным материалам, по отбору приоритетного национального проекта образования. Вот и соответственно, те, кто либо сам размещает свой материал, вернее, сам ищет свой материал, хорошо знает этот сайт, либо по другим каким-то новостным ссылкам. Это где мне можно, в принципе, найти? Сразу контакты свои зафиксирую, чтобы было видно, в принципе. Ну, эти же контактные данные на сайте сейчас. Да, сейчас. Вот, это педагогам, Республиканское методическое объединение педагогов. И выбираем как раз физика. Ну вот будут внесены после изменения утверждения приказом изменения в названии физика и астрономия, будут соответствующие изменения внесены и на этот портал. Коллеги, обратите внимание, на вкладке «Документы» будут размещены концепция, проект научно обоснованной концепции модернизации содержания
и технологии преподавания предмета физика. Здесь же на этой вкладке будут размещены проект положения и проект плана заседаний и состав совета РНО для того, чтобы вы могли с ними познакомиться. Соответственно, все выходящие так или иначе документы, необходимые для работы учителя физики, в том числе по астрономии, будут здесь размещаться. Модератором этой страницы будет сам Николай Сергеевич. Леонид Сергеевич. Леонид Сергеевич, прошу извинений. Следующая вкладка – предметно-дискуссионная площадка, так называемый форум, чат, на котором вы как раз сможете отразить ваше мнение по тому или иному проблемному вопросу, обсуждаемой теме, в том числе по обсуждаемым представляемым документам. Так называемые полезные ссылки, я думаю, Леонид Сергеевич запомним в любом случае, запомнить там, где включая мобильное электронное образование, включая новые, и на самом деле принимаются предложения, что туда стоит разместить, так же как и раздел методическая копилка. И в разделе методической копилки будут размещаться те материалы, которые могут претендовать на включение в базу лучших практик, на самом деле, которые должны те, которые будут как минимум обсуждаться на заседании методической объединения, уже однозначно можно сюда будет после выступления выкладывать ссылки и сами материалы. Да. Так называемое заочное представление вашего опыта. Появились какие-нибудь вопросы? Есть ли, коллеги, вопросы к руководителю, либо ко мне, Дюминой Юрии Михайловне, как представителю КРИРО? Ну вот мы видим, пока вопросов нету. Тогда я план покажу. Да. Заседание, проект плана, тот, который я... Потому что вот, понятно, первое у нас практически прошло заседание, единственное, нам придется вот этот вопрос перенести на второе заседание, поскольку состав не утвержден, и мы не можем, соответственно, вот этот основной состав простым голосованием принимать. Потому что на сегодняшний день формируется. Для того, чтобы основной состав, то есть Совет Республиканского методического объединения, как бы сформировать и оформить его в качестве проекта приказа, Министерство образования и науки молодежной политики Республики Коми, у Леонида Сергеевича будет достаточно тяжелая задача, но с нашей помощью, думаю, вместе справимся, обзвонить всех зарегистрировавшихся и представителей, руководителей муниципальных методических объединений, списаться с ними, для того, чтобы выяснить вот это вот желание войти в состав совета. Но я здесь хочу предупредить действующих руководителей муниципальных методических объединений, у вас практически не будет возможности отказаться от этой работы. Согласно приказу и положениям выстраивается приказу Минобрнауки Республики Коми и положение о формировании учебно-методического объединения в системе общего образования. Да, руководители муниципальных методических объединений в обязательном порядке должны войти в состав Совета Республиканского методического объединения. Структура управления, она вот такая получается. Да. Структура управления, она вот такая. Поэтому, соответственно, структура государственного управления в сфере образования такая. Соответственно, видно, что у нас региональная состоит из муниципальных. Поэтому от этого не отказываться. То есть муниципальные методические объединения свои задачи, свой план работы по факту будут строить, опираясь на план заседания или план работы и задачи республиканского методического объединения. Четко протягивается вот это, вы видите, вертикаль, для того, чтобы действительно повышалось качество образования, для того, чтобы муниципальные и школьные методические объединения в основной своей функции уходили от решения организационных задач и занимались непосредственным решением задач именно содержательных и методики преподавания, чему, собственно, должно быть посвящено методическое объединение, и содержанию предмета. Тем более в условиях модернизации всей системы образования вы видите, как усложняется и как меняется содержание предмета физика, включая предмета астрономии. Потому что многие учителя говорят, что изменилось содержание предмета астрономии
Вот новое, уже несколько обновленный идет формат, в отличие от того, который преподавалось еще, как мы помним, в советский и постсоветский период. Советский и постсоветский период у нас было 9 планет. Самое простое, да? Стало 8. Соответственно, вернусь к плану заседаний. Да, соответственно, это предложение по месяцам примерно, ну, раз через 4 года, сейчас у нас октябрь, через 2 месяца, это получается декабрь. Да, у нас как раз будут подведены итоги как минимум муниципального этапа олимпиад, соответственно. Кроме того, предлагаю обсудить вопрос вообще в принципе возможности участия обучающихся в олимпиадах по физике и астрономии, как получается просто всероссийские олимпиады, так и вообще говоря интернет различного рода олимпиады. Плюс, вообще говоря, если получится, я постараюсь подвести вот некий такой доклад сделать, обобщенный анализ качества преподавания физики в школах в разрезе именно кадровых потребностей, то есть на основе той информации, которая предоставит Министерство образования, науки и молодежной политики в части анализа качества образования. Соответственно, на февраль это уже у нас будут подведены, по сути, итоги республиканского этапа по физике, а также Олимпиады Максвелла. Это те до у нас 7-8 класс, получается, это Олимпиада Максвелла. Плюс, соответственно, также хотел бы обсудить непосредственно то, что сейчас ставится на федеральном уровне, это преподавание астрономии в школе, в нашем случае в школах Республики Коми. На май месяц, может быть, я не знаю, как поздно, не поздно, структура КИМ, ЕГЭ по физике и основные примерно программы. Если будут предложения... На апрель, наверное, сказали, да? На апрель, возможно. Май уже у нас такой и праздничный, и подготовка там к экзаменам идет. Мы понимаем, что все учителя заняты так или иначе, либо в качестве организаторов, либо в качестве готовящих учителей. При этом, как вот было зафиксировано, что на каждом заседании планируется демонстрация лучших педагогических практик, поэтому я жду предложений. В любом случае, предложение в план заседаний, и также я жду, коллеги, от вас. Как я уже сказал, будет размещена информация на странице сетевого сообщества, и там уже будет включена возможность обсуждения этих материалов. Поэтому действительно первое, что мы начнем, с чего мы начнем, это со знакомства. Может быть, многие учителя еще не видели этот документ, да? Вот эта концепция содержания преподавания предмета физика. В этом году она разработана Российской академией образования, выложена на их сайте, идет активное обсуждение, но поставлена задача перед системой образования, скажем так, к ноябрю месяцу практически завершить, в ноябре месяце завершить это обсуждение, для того, чтобы в этом году все эти концепции по предметам, которые в прошлом году разрабатывались, в этом были утверждены постановлениями правительства Российской Федерации. Это будет единственный документ, концепция предмета, в котором будет отражено то содержание, которое будет осваиваться учащимися в системе общего образования. Понятно, на соответствующих уровнях, там базовые, повышенные, высокие, да. В зависимости от требований к обучению. И, следовательно, эти же изменения будут вноситься в планируемые результаты федеральных государственных образовательных стандартов, которые представлены. Вот эти два документа сейчас стыкуются, проходит обсуждение параллельно практически, поэтому понимаем достаточно сложную задачу разработчиков и концепции, и стандартов, для того, чтобы состыковать все предложения, которые вносятся педагогическим сообществом Российской Федерации. Наверное, у нас вопросов очень внимательно слушают нас участники вебинара, поэтому... Итак, для связи, если у вас появятся вопросы или комментарии, или пожелания к работе, к организации Республиканского педагогического объединения, вы сможете всегда обратиться по адресу, который указан на страничке сетевого сообщества и в самом сетевом сообществе, в форуме, обратиться по телефонам, которые будут зафиксированы как рабочие телефоны для связи с руководителем и с представителем института по сопровождению Республиканского педагогического объединения. И на этом, я думаю, мы сможем завершить наше установочное собрание, поскольку оно действительно именно установочное и проводилось с целью знакомства вас с руководителем и с задачами, собственно, Республиканского педагогического объединения.
Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Мгм. Еще раз Еще раз адреса. покажу, верифицирую. Мгм. Ну, потому что там другой адрес, это университетский, а это личная почта, которую тоже используют для работы. Потому что есть объемные документы, да, и я, соответственно, лучше писать вот на эту почту. Мгм. Тут не ограничен по приему, ну, объемными документами. Мгм. Закрываю. Мгм. Получается-то. Вот это. Ладно. Всем удачи. До свидания. До следующей встречи.